ему всего 31 год, но очень яркую жизнь. Являлся учеником Дитриха Букстехуда и творил в одну эпоху с такими композиторами-органистами, как Фроберген, Фишер, Иоганн Каспар, Пахельбейн, Бах, произведения которых не раз звучали в этом зале на органных концертах. Николаус Брунс, прелюдия соль-мажор.
композитора-органиста Иоганна Себастьяна Баха. Трио соната до минор, вторая и третья части.
Иоганн Себастьян Бах «Фантазия для органа соль мажор».
классицизма. Жан Лангле – французский органист XX века. Ему принадлежит 254 сочинения, среди которых более 100 написанных для органа соло. Также композитор работал в различных жанрах и направлениях, но особенно важным для него было органное творчество. Лангле не стал новатором, не создал, подобно своим учителям Сезару Франку и Луи Ерну, школу с множеством учеников и последователей, но при этом он обрел индивидуальный и всегда узнаваемый композиторский стиль, отличающийся яркой виртуозностью и импровизационностью.
Лангле привлекал концерты продавца органа с его оркестровой звучностью и богатством тембровых возможностей. Жан Лангле «Героическая песня» и «Песня мира» из цикла «9 пьес».
композитор родился 3 февраля 1911 года. Сегодня ему бы исполнилось 107 лет со дня рождения. В 1939 году он окончил Парижскую консерваторию, ученик Марселя Дюпре. Органист в церкви Святого Николая в городке Мезон-Лафит под Парижем. С началом Второй мировой войны он был мобилизован во французскую армию и погиб в бою в 1940 году. За свою короткую 29 лет жизни Ален оставил около 140 произведений, в том числе 26 пьес для органа, 52 сочинения для фортепиано, реквием, хоровые и камерные пьесы. Музыкальный язык Алена складывался под влиянием композитора Клода Дебюсси и Оливье Мессиана, а также интересы к барочной музыке, джазу, культуре и философии Дальнего Востока. Ален также был известен как мастер органной импровизации, занимался рисованием и писательством. Жан-Арист Ален, интермеццо.
Доплер, известный флейтист, виртуоз и композитор, родился в 1822 году в Польше. Доплер был капельмейстером Венского придворного театра. Его перу принадлежат оперы, балеты, увертюры и инструментальная музыка. Но в первую очередь он известен как автор произведений для флейты. Особой популярностью среди исполнителей на флейте пользуются его ансамблями произведения для двух флейт, которые он блестяще исполнял со своим младшим братом Карлом. И в завершении нашей программы звучит анданте и ронда для двух флейт и фортепиано Франца Доплера. Исполняют Федосия Тавлисова и лауреаты международных конкурсов Лена Дедюкина и Анастасия Слепцова.
Соло.